Добрый вечер, в студии Валет Геннаев. Сегодня суббота, а это значит, что мы снова с вами, в эфире очередной выпуск информационного канала Чечен-Инфо. Это программа для тех, кто хочет не потеряться в современном потоке информации. Напомню, это также общественно-политический телевизионный журнал, и сверстан он из репортажей корреспондентов по следам событий прошедшей недели. Особенность этого выпуска в том, что выходит он в последние дни уходящего года, и, естественно, выпуск будет несколько отличаться от предыдущих. Хотя бы тем, что мы постарались, чтобы на этот раз программа была пронизана праздничным настроением. Тем не менее, в течение ближайшего часа, как и обычно, вас ждет и наш еженедельный набор. Это краткий обзор событий минувшей недели, сюжет о наиболее значимых информационных поводах, последний обзор Ченет-новостей, инспекция ключевых событий декабря в истории Чеченской Республики. Итак, приятного просмотра. Сегодня в программе подведены итоги года в Ножаюртовском районе. Из Грозного в Стамбул вылетел рейс дружбы. Это и многое другое в еженедельной рубрике «Экспресс-обзор». Каким он был 2009 год для Чеченской Республики и каким он останется в нашей памяти? Об этом в нашей рубрике «Дайджест Инфо». Рамзан Кадыров занял 7-ю позицию в рейтинге мировой популярности. В 2010 году Чечен-Авто собирается выпускать автомобили «Лада Приора» и «Калина». Имя чеченского ученого внесено в американскую энциклопедию Ченет-Инфо с обзором событий глобальной сети интернет за минувшую неделю. Новый год. Что значит этот праздник в нашей жизни, что нас ожидает в праздничные дни? Об этом в исследовании того, что лежит за внешней стороной события, в размышлениях Магомеда Нухаева. Образование объединенного терско-дагестанского правительства, антибольшевистское восстание в селениях Гойты и Шали, директива об усилении агентурной работы среди спецпоселенцев, хронология памятных дат истории Чеченской Республики. 10 минут по ту сторону экрана с телепроектом Чечен-Инфо. Телекухня и итоги года телепроекта Чечен-Инфо. В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, представлены наиболее яркие события прошедшей недели. Это 10 мини-репортажей на актуальные темы. В Москве прошла рабочая встреча председателя правительства России Владимира Путина с президентом Чеченской Республики. Подведены итоги года в Ножаюртовском районе. Из Грозного в Стамбул вылетел рейс дружбы. Турецкие бизнесмены намерены открыть в Чеченской Республике завод. Это и многое другое в нашей еженедельной рубрике «Экспресс-обзор». 21 декабря в Москве председатель правительства Российской Федерации Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. В ходе встречи Кадыров доложил главе правительства о позитивных результатах работы в социальной сфере в республике. По словам Кадырова, в республике в текущем году достигнуты хорошие результаты в решении социальных вопросов. На вопрос Владимира Путина о занятости населения Рамзан Кадыров отметил, что по результатам проведенного анализа в республике наблюдается снижение уровня безработицы. При этом он заметил, что главный акцент на снижение безработицы планируется сделать в 2010 году за счет реализации приоритетных для республики проектов. В общей сложности планируется трудоустроить несколько десятков тысяч человек. Президент республики провел с Кабинетом министров и группой депутатов Госдумы Чеченской Республики расширенное совещание по итогам 2009 года. Выступая перед собравшимся, президент отметил, что уходящий год, несмотря на финансовый кризис, можно назвать удачным для республики. По его словам, удалось построить большое количество школ, больниц и других социальных объектов, решить жилищные проблемы сотен остро нуждающихся семей, создать много рабочих мест. Главными же знаковыми событиями 2009 года президент назвал отмену режима контртеррористической операции на территории республики и открытие международного аэропорта в городе Грозном. Он также подчеркнул, что агропромышленный комплекс республики в 2009 году начал свое активное развитие, и таких темпов ранее никогда не было. При этом глава региона отметил, что в дальнейшем важно плотно работать по вопросам бюджетного финансирования, а также налаживать связи с руководством различных банковских систем. На неделе в Грозном были подведены итоги республиканского конкурса «Духовные ценности», проект которого стартовал в республике в начале года. В конкурсе приняли участие самодеятельные коллективы районных отделов культуры Чеченской Республики. Обращаясь к победителям и участникам проекта, президент республики Рамзан Кадыров отметил, что подобные конкурсы популяризируют духовные ценности, традиции и обычаи чеченского народа. Он также выразил уверенность в том, что в следующем году проект станет более масштабным. По итогам конкурса первое место занял самодеятельный коллектив
коллектив Шалинского района Дома культуры. Второе место разделили творческие коллективы Нажаюртовского и Шаройского районов. Третье место также разделили Урус-Мартановский и Грозненский районы. Победители конкурса награждены памятными и денежными призами. Кроме этого, указом президента звание «Заслуженный журналист Чеченской Республики» было присвоено автору и ведущему телеверсии проекта Эзерали Шамсудинову. Подведены итоги года Нажаюртовского района. Там прошли праздничные мероприятия по случаю подведения итогов восстановительных работ в районе. Напомним, что уходящий год был назван Рамзаном Кадыровым годом Нажаюртовского района. В рамках президентской программы развития горных районов республики здесь было построено и капитально отремонтировано 442 объекта. По словам главы администрации Нажаюртовского района Ахмеда Хататаева, все преобразования, которые достигнуты в районе, являются результатом пути, который в свое время начал первый президент Чеченской Республики Ахмад Кадыров. Как отметил Хататаев, все объекты, несмотря на определенные трудности, сданы в срок и соответствуют требованиям качества. В рамках церемонии подведения итогов состоялось открытие 2 мемориальных плит. Одна посвящена памяти погибших в Великой Отечественной войне, другая – сотрудникам районной администрации и милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. Турецкие бизнесмены намерены открыть в Чеченской Республике завод. Проект протокола о намерениях стал итогом завершающихся на неделе в Грозном переговоров представителей турецкой компании «Иноксан» и руководства Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики. По словам заместителя Минпромэнергетики, завод компании «Иноксан» по производству технологического оборудования для профессиональной кухни считается 3-м по значимости заводом в Европе. По мнению сторон, сотрудничество с турецкими производителями оборудования для оснащения ресторанов, кафе, баров предполагает интересные и выгодные для республики перспективы. По словам представителя Министерства промышленности, проект протокола о намерениях предлагает 3 этапа, в том числе открытие в нашей республике представительства фирмы «Иноксан». Новое здание межрайонного отдела судебных приставов УФСП по Чеченской Республике сдано в эксплуатацию в центре Ачхой-Мартановского района. По словам руководителя УФСП по Чеченской Республике Саидмагомеда Саева, открывшееся здание построено за 6 месяцев. Он также выразил уверенность в том, что созданные условия повысят качество работы судебных приставов. Принимавшие участие в торжественном открытии официальные лица республики осмотрели новое здание. Двухэтажное учреждение оснащено передовыми инженерно-техническими системами вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях. Здесь предусмотрена возможность использования современных информационных технологий, что существенно ускорит процесс работы судебных приставов. На строительство здания Ачхой-Мартановского межрайонного отдела, финансировавшегося по федеральной целевой программе, затрачено 16 миллионов рублей. Общая площадь здания составила 285 квадратных метров. Главная елка республики установлена в срок. 25 декабря в Грозном вспыхнули огни на главной елке Чеченской Республики, высота которой составила около 40 метров. Республиканская елка установлена на площади перед администрацией города Грозного, напротив центральной мечети «Сердце Чечни». В отличие от предыдущих годов, в этот раз установлена искусственная елка. Как отмечает городская мэрия, это экономично, и при этом не уничтожаются живые деревья. Здесь также подчеркивают, что в нынешнем году елка республики будет самая красивая. Она будет украшена бегущими и вращающимися огнями. Напомним, что власти республики поставили задачу в праздничные дни превратить город в сказку. Улицы Грозного уже украшены праздничной иллюминацией. На центральных проспектах Владимира Путина и Ахмада Кадырова сотни деревьев окутаны светодиодными сетками, дома украшены гирляндами. 24 декабря из Грозненского аэропорта был совершен первый за 15 лет прямой авиарейс в Турцию. На борту самолета вылетели 114 человек. Это творческие коллективы, представители правительства и Министерства культуры Чеченской Республики. В пятницу в Стамбуле состоялся концерт «Дружбы», в котором выступили чеченские и турецкие звезды эстрады. По словам генерального директора авиакомпании «Вайнах Авиа», авиарейс был организован на высшем уровне и являлся разовым. Разрешение на осуществление полета из Грозного в Турцию было получено при непосредственном содействии правительства Российской Федерации. Планируется, что обратно в Грозный самолет с представителями Чеченской Республики вернется уже завтра, 27 декабря. Напомним, что этой осенью Грозненский аэропорт получил статус международного. Планируется, что в ближайшее время из Грозного будут организованы регулярные международные вылеты в Казахстан, Китай и Саудовскую Аравию. Замечательно. Продолжаем выпуск.
Может, для кого-то это и будет новостью, а для кого-то и нет, но новогодний праздник самый древний из существующих в мире. У вайнахов история, традиция этого праздника также восходит к глубокой древности. Тогда важным новогодним ритуалом считалось обновление огня в очаге. Именно на новом огне должно было быть сварено и испечено все необходимое для праздника. Обильный новогодний стол, по народным представлениям, был гарантией благополучия семьи в наступающем новом году. В новогоднюю ночь было принято собираться за столом, подводить итоги года уходящего. Вот и мы, следуя славным традициям, решили собрать вас, правда, не за столом, а у телевизоров и подвести итоги уходящего 2009 года. Каким он был для Чеченской Республики, каким он останется в нашей памяти. Об этом в нашей рубрике «Дайджест Инфо». Буквально через несколько дней Чеченская Республика, как и все мировое сообщество, вступит в новый 2010 год. Кажется, только вчера прошли пышные празднования миллениума, и человечество вступило в 21 век. А мы на пороге проводов первого десятилетия нового века. Каким он был 2009 год, каким он останется в нашей памяти. Постараемся хотя бы бегло освежить в нашей памяти основные вехи уходящего года. В общемировом масштабе ключевым событием уходящего года, пожалуй, все-таки стал продолжающийся мировой кризис. Всемирный экономический кризис пришел в Россию позже, чем в другие страны, но развивался значительно быстрее. Первые его признаки появились в сентябре. Официально, что кризис затронул и Россию, власти признали уже в ноябре. В то же время этот страшный зверь по имени кризис Чеченскую Республику по большому счету особо не расстроил. Как ни странно, именно в уходящем году в республике удалось построить большое количество школ, больниц, других социальных объектов, решить жилищные проблемы сотен остронуждающихся семей, создать дополнительные рабочие места, и это в то время, когда из других регионов нашей необъятной страны слышать больше приходилось о приостановке производственных мощностей, урезании бюджета, ухудшении социально-экономических показателей и других негативных последствиях. Однако все-таки главным событием в жизни республики в уходящем году явилась отмена режима контртеррористической операции в республике. Информация о возможном снятии режима КТО в республике начала появляться еще в марте 2009 года. В апреле эти слухи уже стали приобретать вполне реальные очертания, и в итоге режим, введенный еще в 1999 году, был отменен 16 апреля. Это событие было с оптимизмом воспринято руководством Чеченской Республики, назвавших отмену КТО юридическим оформлением успехов, достигнутых республикой. С отменой режима стало ясно, терроризм и религиозный экстремизм потерпел на чеченской земле сокрушительное поражение. Чеченский народ живет мирной, созидательной жизнью, и в Чеченской Республике наступил мир, и, как сказал бы по этому поводу дедушка Ленин, серьезно и надолго. И от этого, как говорится, никуда не уйти. Следствием отмены КТО стало и другое важное событие уходящего года в жизни Чеченской Республики. Получение аэропортом Грозного в ноябре статуса международного, реализация проекта «Международный аэропорт» была в значительной степени ускорена благодаря действиям президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова и его особым отношениям с Москвой. Статус международного аэропорта Грозный получил 10 ноября, когда вышло распоряжение правительства России о снятии с Грозненского аэропорта всех ограничений на прием и отправку пассажирских и грузовых авиарейсов по международным маршрутам. Об этом эпохальном для республики событии в телефонном разговоре Рамзану Кадырову сообщил лично Владимир Путин. Уже в середине ноября из Грозного совершен первый международный вылет на Боинге 757. В Саудовскую Аравию отправилось чуть более 200 счастливчиков. Пассажирами первого международного рейса стали чеченские паломники. В итоге всем четко и недвусмысленно стало понятно: многолетняя битва за международный статус Грозненского аэропорта полностью себя исчерпала. А значит, на нашем счету очередная победа, которую республика, вне всякого сомнения, заслужила. Не менее важным событием уходящего года стали и прошедшие 11 октября на территории Чеченской Республики выборы в органы местного самоуправления. По данным избирательной комиссии Чеченской Республики, свой гражданский долг в этот день исполнили свыше 500 тысяч человек,
что составило более 90% от общей численности избирателей. В ходе выборов было избрано 236 глав сел, городов и районов, а также 2565 депутатов представительных органов муниципальных образований. Удостоверение избранным главам муниципальных образований республики лично вручил президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в том числе и мэру Грозного Муслиму Хочиеву, за которого проголосовали более 87% избирателей столицы. Высокую оценку организации выборов дал и заместитель председателя ЦИК России Станислав Вавилов, находящийся в день выборов в Чеченской Республике. Он отметил, что муниципальные выборы в республике – это образцово-показательный пример избирательного процесса. Радостная весть пришла в начале октября из Америки. В номинации «Постконфликтное восстановление» город Грозный награжден почетным дипломом ООН «Хабитат». Такое решение было принято заместителем генерального секретаря ООН госпожой Анной Тибайджукой. Напомним, что город Грозный стал единственным обладателем такой награды из всего Евразиатского региона. Более того, чуть ранее Грозный стал лучшим городом стран независимых государств и членом Международной ассамблеи столиц и крупных городов, а по итогам 2006 года признан лучшим муниципальным образованием Российской Федерации. С удовлетворением отметим, что при таком раскладе создается ощущение, что слоган, вывешенный при въезде в чеченскую столицу о том, что Грозный – центр мира, приобретает вполне реальное наполнение. Наверное, следует добавить и то, что День города Грозного по дате совпадает с днем рождения президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, и потому, наверное, не случайно, что именно с его легкой руки и вопреки всем пессимистическим прогнозам Грозный сегодня радует своими темпами развития, интересной архитектурой, зданий и красочными контрастами фонтанов, парков и аллей. Чеченцы издавна боготворили прекрасную половину человечества. Во все времена женщина была хозяйкой и украшением в доме. Она несла людям жизнь, мир и покой. Ряд традиций, связанных с женщинами в чеченской семье, до сих пор помнят и чтят в наши дни. И потому не случайно, что в сентябре этого года в Чеченской Республике впервые прошли масштабные празднования Дня чеченской женщины. Отныне этот праздник, согласно указу президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, будет отмечаться ежегодно в каждое третье воскресенье сентября. Ожидается, что в будущем День чеченской женщины станет таким же значимым и неповторимым, как 8 марта для всех представительниц прекрасного пола республики. Праздник стал очередным проявлением уважения и трепетного отношения к чеченской женщине-матери. Отметим, сентябрь тоже выбран не случайно. Именно в сентябре, почти 200 лет назад, чеченские женщины из аула Дади-Юрт проявили небывалую отвагу и самопожертвование. Обрадовала вниманием международного сообщества в этом году и главная святыня Чеченской Республики – центральная мечеть сердца Чечни. В уходящем году эта мечеть по версии международного журнала First Business стала обладателем в номинации «Проект года 2008» в Евразии. В этой связи популярный англо-турецкий журнал First Business, который ежегодно отмечает выдающихся людей за заслуги в таких номинациях, как экономика, политика, управление, проект года, бизнесмен года и лучшая компания года, отметил, что мечеть, как и вся Чеченская Республика, стала настоящим открытием для Турции, и потому решение жюри было единодушным. Если бы у нас была номинация, в которой можно было бы награждать целый регион, то ее непременно получила бы вся Чеченская Республика, отметил главный редактор журнала. Буквально в этом месяце в городе Гудермес заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Аркадий Еделев вручил погоны генерал-майора милиции президенту Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Вручая погоны, Аркадий Еделев зачитал текст приветственного послания главы МВД России Рашида Нургалиева, в котором было отмечено, что чеченский президент является залогом стабильности в регионе. По словам замминистра, Рамзан Кадыров укрепляет законность и правопорядок во всем Северокавказском регионе, обеспечивает мирный героический труд жителей Чеченской Республики, а также реализует сложнейшие экономические задачи. Он пожелал Рамзану Кадырову успехов во благо России. В свою очередь глава региона отметил, что Министерство внутренних дел по Чеченской Республике является дееспособной структурой, которая успешно ведет борьбу с остатками незаконных вооруженных формирований и способен решать самые сложные проблемы.
Уже через несколько дней на главной елке Чеченской Республики, которая установлена на площади перед администрацией чеченской столицы, зажгутся яркие огни, и республика, как и все мировое сообщество, отпразднует наступление нового 2010 года. В то же время Чеченская Республика, в отличие от других регионов Российской Федерации, Новый год уже встретила. Это еще одно из ярких событий уходящего года. В этом году Чеченская Республика впервые широко и празднично отметила наступление 1431 года по мусульманскому календарю. Главные черты празднования мусульманского Нового года – проявление доброй воли сильных мира всего по отношению к нуждающимся в помощи и поддержке. Поэтому наступление 1431 мусульманского Нового года в республике было ознаменовано многочисленными благотворительными акциями. В целом, уходящий 2009 год, который вошел в мировую историю как год борьбы с последствиями всемирного кризиса, для Чеченской Республики стал успешным. В нашу с вами историю он вошел и как год восстановления Ножеютовского района, в котором за год восстановлено и построено 442 объекта социальной сферы, и как год усиленного внимания агропромышленному комплексу, который ознаменовался успехами в этой сфере. А еще этот год запомнится как год, в который практически полностью восстановлена социальная инфраструктура республики, и школьники впервые справились с другим страшным зверем с именем ЕГЭ. Запомнится этот год и как год, в который наши дети прошли бесплатный курс лечения по методике традиционной китайской медицины, год, в который в республике появились новые театральные студии, спортивные клубы и мечети. И еще 2009 год – это год, в который по Чеченской Республике проехался поезд без брони, который удивился темпами развития республики. Вы в очередной раз удивили мир и удивили благими делами и динамикой развития региона. А значит, год удался. И дай Аллах, чтобы каждый Новый год был лучше старого и радовал нас своими успехами и достижениями. С Новым годом, дорогие соотечественники! Так что будем надеяться, что Новый год принесет нам массу самых интересных впечатлений. Мы продолжаем выпуск. Всесильный интернет о Чеченской Республике. Что говорят о Чеченской Республике на сетевых ресурсах? На прошедшей неделе говорили о том, что президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров занимает 7-е место в рейтинге мировой популярности среди россиян, что в 2010 году Чечен-Авто собирается выпускать автомобили Лада Приора и Калина, и что имя чеченского ученого внесено в американскую энциклопедию. Ченет.Инфо с обзором событий глобальной сети интернет за минувшую неделю. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров занимает 7-е место в рейтинге мировой популярности среди россиян, сделанном на основе их упоминаемости в зарубежных СМИ в 4-м квартале 2009 года. Рейтинг публикует на своих страницах журнал «Коммерсант. Власть». В список 20 общественных деятелей России вошли политики, бизнесмены, спортсмены. Возглавили рейтинг президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр страны Владимир Путин. Согласно данным, которые приводит журнал, имя Рамзана Кадырова упоминалось в 4-м квартале года в зарубежных СМИ 2216 раз. Из региональных руководителей, кроме Рамзана Кадырова, в рейтинге присутствует мэр Москвы Юрий Лужков. Сообщается, что представленный рейтинг рассчитан по материалам 100 ведущих журналов и газет Австрии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии и других зарубежных стран. Директору научного центра сердечно-сосудистой хирургии академику РАН Лео Бакерия за большой вклад в развитие здравоохранения Чеченской Республики, деятельность, получившую призвание и широкую известность, присвоено звание почетного гражданина Чеченской Республики. Соответствующий указ подписал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, об этом сообщает целый ряд электронных изданий. Издание приводит слова главы республики о том, что Лео Бакерия внес большой вклад в лечение чеченских детей, страдающих заболеванием сердца. И это почетное звание является признанием его деятельности со стороны чеченского народа. Примечательно, что указ о присуждении Лео Бакерия почетного звания был подписан в канун его юбилея, который он отметил 22 декабря текущего года. Сообщается также и о том, что данное почетное звание не первая награда, которую получил известный академик РАН. В январе текущего года Бакерия был удостоен высшей награды республики – ордена Кадырова.
В 2007 году в Грозном был заключен договор о совместной деятельности аппарата уполномоченного по правам человека, Духовного управления мусульман Чеченской Республики и Управления Федеральной службы исполнения наказания Российской Федерации по Чеченской Республике, сообщает электронный ресурс радиостанции «Чечня свободная». По словам авторов публикации, руководители этих ведомств регулярно рассказывали слушателям о работе с людьми, отбывающими наказание, причем так, что с трудом верилось в рассказы очевидцев. В итоге корреспондент решил убедиться лично и посетил изолятор. Полный порядок на территории, в спальных помещениях светлые и чистые комнаты. Встречают приветливо, разговаривают спокойно. В столовую приглашают к обеду. Заключенный откровенно рассказывает о себе, об условиях содержания и о планах на будущее. Многие намерены продолжить учебу, а условия для этого есть и здесь. Только выбирай, какое образование получить. Компьютерный класс, гуманитарная академия, средняя школа, профтехучилище и еще библиотека, поражается автор материала. На этой неделе целый ряд электронных изданий сообщил довольно неожиданную новость. Так, по словам сетевиков, основатель финской исламской партии Абдулла Тами объявил, что уходит с поста председателя. Сообщается, что такое решение Тами принял из-за разногласий с другими лидерами партии по ситуации в Северокавказском регионе. Напомним, еще в начале декабря, выступая на одной из пресс-конференций, Тами подчеркнул, что исламу чуждо насилие и решительно осудил терроризм на Северном Кавказе. Казалось бы, что тут особенного? Подавляющее большинство мусульман, как и представители других конфессий, считают так же. Однако авторы материалов подчеркивают, что в своем выступлении общественный деятель сосредоточился именно на ситуации в Чеченской Республике. На этой неделе в сети интернет ссылкой на директора завода «Чечен-Авто» Кузумова активно обсуждалась ситуация с чеченским автопромом. В частности, сообщалось о том, что в 2010 году «Чечен-Авто» будет собирать известные вазовские модели «Лада Приора» и «Калина». Более того, авторы публикации обращали внимание своих читателей на утверждение директора предприятия о том, что в ближайшее время в Чеченской Республике планируется ввести в эксплуатацию также и конвейер по выпуску автомобиля «Волга Сайбер». По словам Кузумова, на данный момент на предприятии доукомплектовывается существующая сборная линия, и эти работы планируется завершить в скором времени. Кроме того, по словам директора, в ближайшие дни в Тольятти состоится подписание контракта с руководителем АвтоВАЗа на 2010 год. Издание приводит слова директора о том, что с июня 2008 года Чечен-Авто выпустила порядка 1500 автомобилей «Лада 2107». Информационное агентство «Грозный информ» сообщает о том, что в Токио состоялся 3-й чемпионат мира по кудо, участие в котором приняли более 150 спортсменов из разных стран, в том числе и Чеченской Республики. Издание сообщает, что на чемпионате мира Россию в общей сложности представляли 13 сильнейших спортсменов, 12 из которых завоевали медали, а 10 из них вошли в финал. Сообщается также, что Адам Халиев и Ибрагим Ларсанов одержали победу в финальной схватке категории 260-270 единиц и, заняв первые места, поднялись на высшую ступень пьедестала почета. Напомним, первый чемпионат мира по кудо состоялся в 2001 году в Японии. Победу в нем одержали хозяева соревнований. Следует также отметить, что чемпионат проходит один раз в 4 года. Биография нашего соотечественника, доктора физико-математических наук, профессора, академика, заведующего кафедрой теоретической физики ЧГУ Райкома Дадашева внесена во Всемирную книгу «Кто есть кто в мире». Об этом сообщает ряд сетевых ресурсов Чинета. Напомним, свободная энциклопедия «Кто есть кто» – дочерняя компания от News Communication и является американским издателем ряда каталогов, содержащих краткие биографии влиятельных лиц. Книги выходят под названием «Кто есть кто». По мнению многих людей, энциклопедии и компании являются одними из наиболее объективных изданий в мире. Эта энциклопедия основана в 1899 году Альбертом Нельсон Маркизом. Первое издание данной публикации содержало краткие биографии более чем 8500 человек и называлось «Уважаемые американцы». В главном поединке турнира Лига чемпионов, который прошел в Запорожном дворце спорта «Юность», чеченский спортсмен Заурбек Байсангуров отстоял титул интерконтинентального чемпиона WBI в первом среднем весе, вынудив Франко Шабани капитулировать после 5-го раунда. Об этом на неделе сообщили практически все спортивные сетевые издания. Здесь сообщается, что специалисты предвкушали длительное противостояние, но в паузе между 5-м и 6-м раундом 27-летний немец известил испанского рефери Хосе Игнасио Мариньо
Мартинес о том, что продолжать схватку отказывается. Судье ничего не оставалось, как зафиксировать технический нокаут и поднять руку победителя, нового старого чемпиона Байсангурова. Стоит отметить, что на данный момент Заур занимает третью точку в мировом рейтинге WBI, и эта победа с большой вероятностью принесет ему право на участие в отборочном поединке за статус официального претендента на титул чемпиона мира. На днях в Кувейте состоялась торжественная церемония открытия выставки «Ислам в России». Об этом сообщает электронный ресурс Духовного управления мусульман Чеченской Республики. Как сообщает издание, организаторами выставки выступили Духовное управление мусульман Чеченской Республики совместно с министром вакуфов религии и религиозных дел Кувейта. По словам авторов публикации, целью выставки стало утверждение единства исламской уммы, процессов и перспектив ее развития, а также противодействие проявлению различных форм экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости, утверждение толерантности как нормы социального поведения в обществе. Сообщается, что в ходе выставки был представлен фотоматериал, демонстрирующий жизнь мусульман России, события и мероприятия последних лет, достижения в области образования, науки и культуры, исторические места и предметы, имеющие религиозную значимость, показ национальных костюмов мусульман России, а также просмотр фильмов. В ростовских вузах по инициативе Ростовской региональной общественной организации «Чеченцев и ингушей Кавказ» при поддержке представительств Чеченской Республики и Республики Ингушетия проведены еще 3 встречи с вайнахскими студентами Дона. Об этом сообщает электронный ресурс Ростовского регионального объединения «Чеченцев и ингушей Кавказ». Сообщается, что встречи были посвящены проблемам межнационального мира, добрососедства и толерантности, взаимоотношений между представителями различных национальных групп и конфессий. Также сообщается о том, что в организации и проведении встреч с вайнахскими студентами принял активное участие заслуженный журналист и заместитель представителя президента Чеченской Республики Алишер Хаджаев, который рассказал собравшимся о позитивных процессах, связанных с восстановлением и развитием республики, и напомнил студентам, что республика после долгих лет тягот и в ее сложный период восстановления нуждается в грамотных кадрах, способных по достоинству занять свое место. Продолжаем выпуск. Уже объявлено, что новый 2010 год жители Грозного встретят большим фейерверком и красочным лазерным шоу. Заявлено также о том, что в дни новогодних праздников в Грозном пройдут многочисленные представления, праздничные концерты. От 9 и 10 января в театральном концертном зале города состоится снежное шоу. В Грозном уже завершены работы по украшению центральных улиц. На всех деревьях, которые находятся на центральных проспектах города, уже установлена светодиодная иллюминация. Новый год. Что значит этот праздник в нашей жизни, что нас ожидает в праздничные дни? Об этом в исследовании того, что лежит за внешней стороной события, продолжение темы Магомед Нухаев. Ровно через 5 дней в мире начнут встречать новый 2010 год. Этот праздник один из самых любимых в России, который невозможно представить без пушистого белого снега за окном, запахом елочной хвои, сверканием разноцветных игрушек, мишуры и, конечно, обязательным фейерверком, подарками, а также Дедом Морозом и Снегурочкой. Наступление 31 декабря мы все ждем с нетерпением и радуемся, когда часы бьют ровно в полночь. Мы радуемся наступающему году, надеясь на лучшие времена, и немного грустим, провожая год уходящий. В нынешнем году празднование Нового года должно стать самым ярким и запоминающим для жителей республики. Именно такое поручение в начале декабря дал президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров. По его словам, он хочет подарить чеченскому народу самый лучший и незабываемый Новый год. Новогодние праздники в республике должны пройти не просто хорошо, а лучше всех регионов Российской Федерации. При этом президент отметил, что в новогоднюю ночь должно быть все соответствующее празднику: новогодний фейерверк, лазерное шоу и, конечно, сказочные представления для самых маленьких граждан. По поручению Кадырова новогодние елки уже устанавливаются в каждом районе республики, а главам городов и районов дано поручение позаботиться о проведении новогодних утренников для детей с яркими театрализованными представлениями и подарками. Вот чтобы они активно участвовали, не так просто так рекламно, наоборот, бери самого так.
мероприятия побольше у нас, Министерство культуры задание, ну, там больше у нас артисты, барит, да, сказала, актер барит, артист барит, там вот сценки, творческие, так что но Новый год заключается шампанские фейерверки, так сказать, елка, так сказать, нет, чтобы люди, да, гуляли с людьми, ночью, когда флоузер, что мэр Грозного, да, обещал, да, если было тогда снег, когда обещал, да. Праздник не праздник, если в главную ночь ребятишки не получают новогодних подарков. Поэтому к этому вопросу республиканские власти подошли со всей ответственностью. Председателю правительства Республики Одессу Байсултанову поручено обеспечить подарками детей из социальных учреждений республики, учитывая, что только в Грозном насчитывается 8 подобных заведений, где воспитываются почти 700 сирот, инвалидов, слепых, глухих детей и детей из социальных незащищенных семей. Подарки должны произвести на них незабываемое впечатление. Также президентские подарки будут вручены всем детям сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, одаренным детям и отличникам учебы. Примечательно, что 31 декабря жители Чеченской Республики, как и весь другой мусульманский мир, отметят Новый год второй раз за последние 2 недели. 17 декабря в республике встретили мусульманский новый 1431 год по хиджре, празднование которого было ознаменовано многочисленными благотворительными акциями. Tahtjolar doktorn, moesal kennis van de oorzaak dan. Sarillet, ze was schrijven van heet hij dan, ze was schrijven dan. Maar dan de alweer dan kennis zelfs boven, ja, de kennis van de van is dan. Maar dan wat ik toch ga ze gesproken dan. Главные черты этого праздника – проявление доброй воли, сильных мира сего по отношению к нуждающимся в помощи и поддержке. Представители различных министерств и ведомств провели в этот день традиционные обряды жертвоприношения. Мясо жертвенных животных было роздано в социальные центры и нуждающимся семьям. В благотворительных акциях принимали участие представители правительства, духовенства мэрии Грозного. Они проводили религиозные беседы с учащимися общеобразовательных учреждений, рассказывая детям о традиционном исламе, разъясняя аяты священного Корана, раскрывая красоту традиций и обычаев чеченского народа. Наступление Нового года по хиджре наступает в первый день священного месяца Мухаррам. В этот день в мечетях читают проповедь, посвященную переезду пророка Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году. Это и считается отправной точкой мусульманского лунного календаря. سايتلو شدوخين إلج مكيرة مدينة وها أمت دول دلدوس إيشا وبوت محرم خرج هندو محرم ديل شيء فرد المو بتنشقها بز بوتلوش بوت بويز فرد بوت بو مرخي رمضان بوت فرد بوتوش تبول دال حرم شين شون تقوم حرم بنا تعت شيء بعنش بز بنا إلج من الله عليه الصلاة والسلام رجب بوت دال شي بوت بو الله شعبان بوت شي بوت بو الله يلجنو عليه الصلاة والسلام صدقها رمضان بوت شي أمت بوت بو الله يلجنو عليه الصلاة والسلام صدق إيش بيلقى ده عنده يبتنش نزيقة مرخي بوت عبال شو ده بتنش يقع أقول بز بوت يلجنو شين شو مرخا بردز درجة محرم بوت بو الله رمضان بوت شق بالا بولوش محرم بتعني استنلق هجرت ده أتشون استنلق سجوع تقوم بقى حرام هلا سجوع ده واشة ظلمش ده حرام دينا نيه بقى ونش لري ترجع عم سجوع سندلا إيه محرم بوت بقى إلش نقيت حديث على محرم بتاعت صدق ما خابجة تقيت دين ده حل ده دي كان بيقام بشلا تحمر خابجة ده حل تقيت ما خاب سنيالو. К слову, примечательно, что в нашей республике дважды празднуется не только Новый год, но и женский день. В частности, в уходящем году указом президента республики в первый раз состоялось празднование Дня чеченской женщины. Этот день для чеченских женщин стал настоящим праздником и таким же ярким, как и 8 марта. Между тем, возвращаясь к традиционному празднованию Нового года, хочется отметить, что Новый год не всегда приходился на 1 января. Так, до 15 века Новый год в России встречали 1 марта по юлианскому календарю.
Затем 1 сентября. Он ознаменовывался подведением итогов урожая, и только в 1700 году Петр I, по примеру европейцев, издал указ о праздновании Нового года с 1 января. В 1918 году страна перешла на григорианский календарь, который сдвинул все праздничные даты на 13 дней назад. На память об этом событии нам достался еще один праздник – Старый Новый год. После революции в 1929 году рождественскую елку отменили как религиозный праздник. Он, правда, уже не официально, но тем не менее отмечался людьми. Праздник вернулся к нам только через 8 лет после его отмены. Новый год был полностью реабилитирован. Также хотелось заметить, что новогодний праздник оказывается самый древний из всех существующих сейчас праздников. Но справедливости ради следует сказать, что обычай наряжать елку тоже очень давний, и ему около 2000 лет. Особенностью Нового года также являются украшенные дома, улицы и административные объекты. В нашей республике к этому вопросу уделяется особое внимание. К примеру, администрация Грозного уже несколько лет подряд в начале декабря объявляет конкурс на лучшее новогоднее праздничное оформление среди министерств, ведомств и частных предприятий, победителям которого вручают памятные призы. Улицы и проспекты Грозного в канун Нового года украшаются иллюминацией. Сейчас в городе Грозном уже завершаются работы по украшению центральных улиц. На всех деревьях, которые находятся на центральных проспектах города, установлена светодиодная иллюминация. Административные здания украшены необыкновенной красотой гирляндами. Однако главным украшением нашей столицы стала безусловно установленная 40-метровая искусственная елка, которая неплохо расположилась напротив центральной мечети сердца Чечни. Елку будет венчать не привычная пятиконечная, а восьмиконечная звезда, что является одним из символов мусульманской религии. Новогоднюю ночь здесь встретят тысячи граждан. В дни новогодних праздников в Грозном будут проходить многочисленные представления, праздничные концерты, а 9 и 10 января в театрально-концертном зале состоится снежное шоу. Новый 2010 год жители Грозного встретят большим фейерверком и красочным лазерным шоу под песни артистов чеченской эстрады. Для обеспечения безопасности граждан МВД республики в пятницу перешло на усиленный вариант несения службы до 15 января включительно. Уже сейчас в центре Грозного наряды милиции осуществляют круглосуточное патрулирование улиц. Сегодня без празднования Нового года, да и зеленой красавицы и разноцветных гирлянд, пожалуй, нельзя представить нашу жизнь. А в преддверии нового 2010 года всем зрителям нашей программы мы желаем здоровья, счастья и удачи. С Новым годом вас! وشرح ويدقوا دعانا دنيا نشوح دعانا ونوشي قوم ديكش أول سياق خيس مش بنا ويدعانا بوصل دين دولش أول دنيا نشوح ويديك أول سياق شدان خيس مش بنا ويدعان غالنا شتاينا إزر نشنا ناهم شو دا كورتيش نسينا تسينو شدنا نيقش تايش لنا ويدعان دقوا دعانا برتخل أول داخل نسلو أول نسل دعانا هنا إذا شعبيك جوا خلق ديل هي تنبو تغن دعانا بوصل بتشحق دعانا يولش متر كيقول لعبل ناخ ويدول حوش الرأيوش بوصل بتشحق كابوش ناخ ويتيبش ويحق عليروش دوش دول هما شهدري جنيس خلت بالجل دوش دعانا حد حوش دعانا يبو إذا دعانا ويتوش خلت ديل هي تنبو. Теперь пришла самая пора изучить историю Чеченской Республики в зеркале времени. На этой неделе в обзор вошли образование Объединенного Терско-Дагестанского правительства, антибольшевистское восстание в селениях Гойты и Шали, директива об усилении агентурной работы среди спецпоселенцев, хронология памятных дат истории Чеченской Республики, возвращенные из небытия. В декабре 1908 года в Третью Государственную Думу за подписями 58 правых депутатов направлен провокационный кавказский вопрос, в котором авторы выступили с тревожным обличением северокавказской администрации. Авторы послания утверждали, что на Северном Кавказе наблюдается срастание государственного аппарата с преступными элементами, и это явление приняло угрожающие формы. Внимание депутатов Думы было обращено на то, что на Кавказе идет развал на почве лихаимства, сдаимства, потворства со стороны администрации местным националистам. Тем самым авторы документа попытались притормозить рост национального самосознания на местах и ограничить влияние местной интеллигенции в регионе. Тем не менее, несмотря на громкие заявления подписантов, после обсуждения запроса последовало лишь обращение высоко держать на Кавказе знамя государственности, которое не имело каких-либо серьезных последствий.
16 декабря 1910 года родился известный чеченский писатель, поэт, литературный критик и публицист Магомед Мамакаев. Мамакаев – один из тех, кто стоял у истоков современной чеченской литературы. Он родился в простой крестьянской семье в селении Очхой-Мартан, Чечено-Ингушской АССР. Жизнь не баловала поэта. В 7 лет он остался круглым сиротой, 10 лет был отдан в Асламбековский детский дом. Все горестные для мальчика события, его боли, радость и горе, позже с волнующей искренностью легли впоследствии в основу художественной исповеди поэта «Разговор с матерью». Окончив школу, Мамакаев активно участвует в комсомольской жизни республики. В 1926 году Чеченское оргбюро ВКПБ направляет его на учебу в Москву, Коммунистический университет народа Востока. После окончания университета Мамакаев занимает различные должности в партийных и советских органах. Печатался с 1926 года. Основное содержание его творчества – героическое время и люди, переустраивающие этот мир. 1 декабря 1917 года образовалось объединенное Терско-Дагестанское правительство, вошедшее в Юго-Восточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей. В правительство вошли атаман Терского казачьего войска Караулов, кумыкский князь Капланов, чеченский нефтепромышленник Чермоев и бывший царский чиновник Ингуш Джабагиев. Военной силой, на которую опиралось правительство, стали казачьи войска и отдельные части дикой дивизии под командованием генерала Половцева. Уже в середине декабря Чеченский совет во главе с Чермоевым предъявил ультиматум Грозненскому совету рабочих депутатов с требованием сложить полномочия и разоружить рабочих и революционных солдат. В то же время чеченские части дикой дивизии захватили город Грозный. Однако само правительство просуществовало недолго и позднее, через год, трансформировалось в Горское правительство Горской республики. В середине декабря 1929 года в чеченских селах Гойты и Шали вспыхнуло антибольшевистское восстание, направленное против принудительной коллективизации. Уже 12 декабря, буквально через 2 дня после начала мятежа, к границам Чечни прибыли регулярные части Красной армии. Под руководством командующего Северокавказским военным округом, командарма первого ранга Белова, в центре восстания были направлены 4 дивизии пехоты, 28-я стрелковая дивизия, Владикавказская пехотная и Краснодарское кавалерийское училище, 3 артиллерийских дивизиона, 2 полка горных стрелков пограничной охраны. Кроме этого, к операции были подключены и 3 эскадрона войск ГПУ. Несмотря на то, что села были захвачены, большая часть восставших сумела прорваться сквозь оцепление красноармейцев и скрыться в горах. Тем не менее, восстание было в скором времени подавлено, и коллективизация прошла без дальнейших проблем и осложнений. 30 декабря 1942 года Чеченскому государственному драматическому театру присвоено имя Героя Советского Союза Хампаши Нурадилова. Нурадилов в ходе Великой Отечественной войны служил командиром пулеметного взвода 5-й гвардейской Кавказской дивизии. Героически погиб в сентябре 1942 года во время боев в районе города Серафимович Сталинградской области. Похоронен на Мамаевом кургане. Чеченский национальный театр, имя которого получил один из культурных центров республики, образован 1 мая 1931 года. С его становлением связано начало творческой деятельности первых чеченских драматургов Саида Бадуева, Арбиба Макаева, Билала Саидова, Халида Ашаева. Одним из первых директоров Чеченского драматического театра был всемирно известный политолог Абдурахман Ахтарханов. В 1944 году деятельность театра была прервана из-за депортации чеченского народа в Казахстан и в Среднюю Азию. Восстановлен в 1957 году после возвращения чеченцев на родину. 2 декабря 1945 года за подписью наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в целях выявления антисоветских и уголовных элементов среди спецпереселенцев появилась директива 244 с требованием об усилении агентурно-оперативной работы среди депортированных спецпереселенцев. Чуть ранее, в мае 1944 года, в Казахскую ССР с группой оперативных работников был откомандирован заместитель наркома внутренних дел СССР Круглов. В обязанности Круглова и его группы входило в месячный срок проверить работу местных органов Министерства внутренних дел по осуществлению административного надзора за выселенцами, в особенности в части надлежащего учета поселенцев.
По итогам проверки было возложено принять необходимые меры и доложить о результатах непосредственно в ЦК ВКПБ. Результаты подготовленного кругловым доклада и легли в основу подписанной через год Лаврентием Берией директивы. К декабрю 1961 года практически завершился процесс обратного переселения чеченцев-ингушей из Казахстана и Киргизии на свою историческую родину. В Чечено-Ингушетию на тот момент вернулись 356 тысяч чеченцев и 76 тысяч ингушей. В Дагестан 28 тысяч чеченцев, в Северную Осетию 8 тысяч ингушей. Однако процесс их возвращения и восстановления республики протекали болезненно. Реабилитация носила половинчатый характер. Политическое недоверие к народу, национальным кадрам сохранилось. Преподавание в вузах и в школах велось на русском языке. Сфера употребления чеченского языка сузилась до семейно-бытового уровня. Родной язык преподавался как предмет только в сельских школах. Депортация чеченцев и ингушей была одним из самых страшных преступлений сталинизма, так как по статистике из выселенных в 1944 году 520 301 чеченцев и ингушей к июню 1956 года живых осталось лишь 239 670 человек. 11 декабря 1994 года президент Российской Федерации подписал указ 2169 о мерах по обеспечению законности и правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской Республики. Но дело повернулось иначе. Практически через несколько дней началась самая кровопролитная война во всем постсоветском пространстве. Поспешное и необдуманное решение Бориса Ельцина практически явилось началом первой чеченской кампании. Ее официальное название – «Защита конституционного строя». В новогоднюю ночь 31 декабря этого же года в Грозном начались ожесточенные и кровопролитные бои. Согласно официальным данным, первый штурм Грозного длился в общей сложности 4 месяца. Всего по статистике в эти дни на операцию было мобилизовано примерно 40 тысяч человек. Экспедиционная группа была составлена из малых подразделений. Последствия этого необдуманного указа Ельцина и решения его окруженцев обернулись двумя военными кампаниями на Северном Кавказе. Ровно 5 лет назад, 29 декабря 2004 года, президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Российской Федерации тогда еще первому заместителю председателя чеченского правительства Рамзану Кадырову. Звание, как отмечалось в указе, было присвоено молодому воину и политику за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Принимая высокую награду, Кадыров отметил, что в его лице награжден весь чеченский народ и что он намерен и дальше продолжать бескомпромиссную борьбу с терроризмом и бандитизмом. Последующее развитие событий подтвердили это утверждение молодого воина и политика. Уже сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что ни одна личность новейшей чеченской истории не оказала столь внушительного внимания на будущее чеченского общества в той мере, какой оказал на нее этот человек. Да уж, событий у нас действительно хватило в прошлом-то веке, да и в нынешнем немало. Мы продолжаем выпуск. Добрый вечер, сегодня суббота, а это значит, что мы снова в эфире уже почти 10 месяцев, как еженедельно в каждую субботу. Именно с этих слов мы, я имею в виду команду Чечен.Инфо, начинаем свою программу. Я полагаю, что вы не забыли, наш телепроект обозначен как общественно-политический тележурнал и первая попытка телеканала «Грозный» создать программу, которая призвана удовлетворить все информационные потребности. В 1 час уместились обзор событий минувшей недели, обзор сетевых ресурсов, истории республики в зеркале времени, цикл сюжетов о знаменитых чеченцах и несколько сюжетов на тему прошедшей недели. Говорят, что под Новый год случается и то, что в обычные дни практически невозможно. Вот и мы в последнем сюжете последнего выпуска программы в выходящем году решили провести вас в нашу телевизионную кухню и именно с вами подвести свои итоги. Итоги телепроекта Чечен.Инфо. Сейчас уже поздний вечер, пятница. Мы находимся внутри здания Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный». Именно в это время, с 6 вечера до 12 ночи, проходит видеомонтаж информационно-аналитической программы «Чечен.Инфо», которую вот уже скоро год. Каждую субботу вечером вы смотрите на канале «Грозный». Когда программа только затевалась, мы еще не знали, какой она будет.
но уже предполагали, что мы хотим показать и рассказать зрителю с экрана. Когда я говорю «мы», имеется в виду несколько человек. Лёма Гудаев, автор и идейный вдохновитель программы, Магомед Нухаев и я, Тагир Салаханов. Двое последних были проводниками идей, которые генерировала кипучая, деятельная натура Лёмы Рамзановича. С первого же выпуска «Чечен-Инфо» мы начали получать отзывы от зрителей. Многим понравился формат, в котором можно было узнать о важнейшей новости недели, о чем говорят мировой паутине инете касательно Чечни и чеченцев, экспрессом пробежаться по наиболее значимым событиям уходящих 7 дней. С каждым последующим выпуском количество тех, кто с интересом смотрит нашу программу, только росло. В своих звонках и электронных письмах вы, наши дорогие зрители, не раз отмечали, что впервые узнали из нашей программы о том или ином факте из истории чеченского народа, или же открыли для себя историю жизни какого-нибудь великого чеченца, о которых мы рассказывали в рубрике «Жизнь замечательных людей». За эти 9 месяцев я много узнал нового об истории чеченцев, исторических личностей чеченцев. Кунта Хаджи и Ахмад Кадыров, Мавлай Девисаитов и Александр Чеченский, Увайс Ахтаев и Петр Захаров, Таймас Хагихинская и Лялина Суханова, Ахмад Автуринский и Зелимхан Харачоевский, Саурмаг и Махмуд Эсамбаев. Все они были героями своего времени. Все они с достоинством прошли свой жизненный путь. Истории этих и многих других героев чеченского народа, их роль в истории и самосознание народа были предметом анализа в нашей программе. Не раз и не два мы в своей программе поднимали вопросы национального самосохранения или межнационального диалога, касались проблем духовно-нравственного воспитания или поздравляли с праздниками, обсуждали вопросы межрегиональной и международной политики, проводимой руководством республики, затрагивали экономическую и социальную составляющие жизни общества. Сегодня, по прошествии 9 месяцев пребывания в эфире, мы с гордостью и без ложной скромности можем отметить, мы делали самую интересную, самую насыщенную и самую лучшую чеченскую телепрограмму. Эти 9 месяцев пролетели на одном дыхании. Мы даже и не заметили, что успели рассказать о 40 чеченских героях, патриотах и просто прекрасных людях. Более 500 новостей, такое же количество интернет-информации и столько же материалов в обзоре печатных изданий. Мы подвергли анализу самые значимые события последних 9 месяцев, чему неизменно посвящали отдельный сюжет в рубрике «Дайджест». А в рубрике «Хронограф» мы рассказали о более чем 500 событиях, имевших место в тот или иной исторический период чеченского народа. Если представить, сколько бумаги было исписано, с ума можно сойти. На троих более 3000 страниц формата А4. Чечен-Инфо пользовалась неизменной популярностью среди чеченцев, проживающих за границей. Об этом свидетельствовала постоянная обратная связь с представителями нашего народа во всех странах Европы, на Ближнем Востоке, в странах Средней Азии и даже Соединенных Штатах. Не всем удавалось просмотреть программу через спутник, на котором Грозный вещает вот уже 3-й год. Многие просматривали через интернет. Программа была бы невозможна без грамотной технической работы. Ее выполняли ребята, которые все время оставались за кадром. Бекан Гальмурзаев и Усман Кадаев, Адам Чапанов и Ислам Хасаев. Эти ребята настоящие профи, которые любят свою работу, а самое главное, знают в ней толк. Усман, Эдам, Бекхан, Ислам. Я говорю вам спасибо и извиняюсь, если что не так. А еще я хочу поблагодарить ребят из «Новостей Грозного», которые зачитывали наши тексты. Нужно работать в телевизионных новостях, чтобы понять, насколько напряженным может быть график работы человека. Спасибо, ребята, что находили для нас время. Вы нас здорово выручали. Мы говорим спасибо видеооператорам, которые снимали для нас классные картинки. Ну и, конечно же, нашему блистательному ведущему Валиду Гинаеву. Hasta la vista, baby. 2009 год был насыщен событиями. Чеченская республика, как и всегда, оставалась на пике мирового информационного интереса. Отмена режима КТО, открытие таможенного терминала и международного сообщения из аэропорта Грозный, атаки террористов-смертников и становление чеченского кино, приезд молодых журналистов в поезде без брони и ограничение продажи спиртных напитков, влияние глобального экономического кризиса и приток иностранных инвестиций. Все эти судьбоносные события остались в уходящем году, но все они нашли свое отражение в рамках нашей программы. Вот так. Пустые коридоры, поздняя ночь. Постоянные наставления Лёмы Гудаева мне и Магомеду, инженерам видеомонтажа. Так и рождалась программа. Лёма серьезный человек, который, профессионал, который знает, что нужно показать, что будет интересно
и как это сделать, как поставить. У нас в программе объем огромный поток информации именно прошедшей недели. И вот этот поток, его собирать, это нужно колоссальный труд сделать, чтобы это все собрать и показать зрителю грамотно. Вот все, что я могу сказать о программе Чечен-Инфо. Всем годами я работаю уже год. Нет, не пишешь? Не, я пишу просто осаду. Там они ищут вот так вот, да? В общем, я здесь работаю год. И за весь этот год... Сейчас, кстати, уже без 20:11, если что. Или без 20. Ну, в общем, 10 часов, уже 11 час. И что, я до сих пор здесь на телевидении. Сейчас Чечен-Инфо берет небольшой тайм-аут. В следующем году мы встретимся снова. Программа немного изменится, хотя и сохранит свой неформатный формат. Мы будем все такими же свободными в суждениях и анализе. Мы также будем знакомить вас с наиболее значимыми историческими и новостными событиями. Мы продолжим рассказывать о замечательных людях. А что изменится, мы и сами пока не знаем. Как не знали, что получится, когда это все затевалось. Но неизменным останется одно – качество предлагаемого материала и время выхода в эфир в субботу вечером. Мы подводим итоги программы Чечен-Инфо за 2009 год, по сути, первый год его существования. Наконец-то, ура! Что ты скажешь о нашей программе? Она нравится? Да, мне очень нравилась эта программа, это была замечательная программа, но мне так надоело читать для нее тексты, а я это делала почти каждый день, это я делала замечательно, мне потом нравилось сидеть, слушать часами свои бешеные закадровые тексты, свой голос, ну, в общем, сам понимаешь, такое дело. Год быка навсегда уходит в прошлое, унося с собой все радости и невзгоды, которыми он был наполнен. Видит Бог, мы тоже трудились как волы. А в наступающем году, году тигра, я хочу пожелать вам, дорогие телезрители, нашей телерадиокомпании, Чеченской Республики, себе, да всем хорошим людям, наконец, чтобы только добрые и хорошие события будоражили нашу жизнь, чтобы никто не испытал горечь потерь, и чтобы у всех все было хорошо. А мы, в свою очередь, обязуемся обо всем вам рассказывать, грамотно, с анализом и с наилучшими надеждами на будущее. С Новым годом и до встречи! Ну, у нас, собственно говоря, на этом все. Я хотел бы поздравить вас всех с наступающим Новым годом. С вами был Валет Гинаев. Увидимся. До свидания.